В Котласе началось рассмотрение резонансного уголовного дела. На скамье подсудимых 26-летний ухтинец Никита Князькин, предполагаемый виновник ДТП, в котором погибли 3 девушки. В ноябре 2019-го нетрезвый водитель Ауди на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Князькин не был пристегнут и получил множественные переломы. С места происшествия он попал не в следственный изолятор, а был отправлен на больничный. Только спустя год фигурант уголовного дела явился в суд. Репортаж Антона Булаева. Трагедия произошла вечером 15 ноября 2019 года на первом километре автодороги Котлас-Коряжма. По версии следствия, пьяный лихач на Ауди вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen. Стрелка спидометра в салоне кроссовера застыла на отметке в 170 км в час. Немецкий седан после удара превратился в груду искореженного железа. Чтобы достать тела людей, спасателям пришлось срезать крышу. В момент столкновения в машине находились 3 девушки. Все они погибли. Никиту Князькина и его пассажира с различными травмами госпитализировали. Оказалось, в момент столкновения водитель не был пристегнут ремнем безопасности. В результате молодой человек получил множественные переломы и был отпущен обратно в Ухту на лечение. Позже в отношении виновника ДТП правоохранители возбудили уголовное дело. Летом прошлого года материалы передали в суд. Однако к рассмотрению резонансной аварии из-за плохого самочувствия фигуранта Фемида смогла приступить только сейчас. Вы убили 3 человек. Отойдите от прохода. Как вот вы себя чувствуете вообще после этого? Отойдите от прохода. Я не даю интервью, девушка. Почему вы не даете интервью? Потому что я не даю интервью. Вы глупая? В чем причина? Отойдите. Отойдите. А вы считаете, что вы виноваты? Отойдите от дороги. По словам потерпевших, за все время следствия обвиняемый не сделал ни одной попытки выйти на родственников, принести извинения, хоть как-то загладить причиненный вред, что вполне могло повлиять на окончательный вердикт Фемиды. На суде Князькин также не признал вины, предпочел уйти от прямого ответа. Никита Владимирович, вам понятно обвинение? Понятно, Ваша честь. Согласны с предъявленным обвинением? На сегодняшний момент не желаю выражать свое мнение. Признаете ли себя виновным в совершении преступления, в котором в настоящее время обвиняетесь? Не желаю выражать свое мнение. За пьяное ДТП, в котором погибли 3 девушки, Никита Князькин может получить по новым поправкам Уголовного кодекса до 15 лет колонии строгого режима, вместо 9 в колонии поселения, как было раньше. Но даже высшая мера наказания, по мнению родственников, потерявших в одночасье своих самых любимых и близких людей, никогда не смогла бы излечить боль их сердец. Антон Булаев, телеканал Юрган, Архангельская область.